Вы готовы прославлять Его? Скажи аминь. Этим утром давайте будем славить Его, ибо Он достоин. Аминь. Каждый день ранним утром я жажду познавать Тебя, сердцем сокрушенным пред Тобой. Божий Дух наполнен дом, мир и свет в сердце моем. Вновь пойду я в новый день для Тебя. Каждый день ранним утром я жажду познавать Тебя, сердцем сокрушенным пред Тобой. Божий Дух наполнен дом, мир и свет в сердце моем. Вновь пойду я в новый день для Тебя. Бог живой, Ты в моей жизни действуешь, действуешь, о-о. Твоя кровь омыла грех мой. Прославлять мы все в жизни каждый день, о-о. Я бегу в Твои объятия. Мир жесток и полон бед, но Иисус наш яркий свет. Мы Твоей благодатью спасены. Сердцами полными огня мы жаждем видеть чудеса. Действуй в нас и через нас, Бог. Бог живой, Ты в моей жизни действуешь, действуешь, о-о. Твоя кровь омыла грех мой. Прославлять мы все в жизни каждый день, о-о. Войду в Твои объятия. Бог живой, Бог живой, Ты в моей жизни действуешь, действуешь, о-о. Твоя кровь омыла грех мой. Прославляй, прославляй мы все в жизни каждый день, о-о. Я бегу в Твои объятия. Я бегу в Твои, Господь, объятия. Мы бежим, Господь, за Тобой. В Твои объятия я бегу, мой Бог, всегда. Тебе я укроюсь, открой свои пути, чтоб за Тобой идти. Неси всем свет Твой, в Твои объятия я бегу, мой Бог, всегда. Тебе укроюсь, открой свои пути, чтоб за Тобой идти. Неси всем свет Твой, Ты со мною. Дух ведет меня и наполняет своей силой. Ты живой Бог, яви нам чудеса и покажи нам свою славу. Ты со мною, мой Дух ведет меня и наполняет своей силой. Ты живой Бог, яви нам чудеса и покажи нам свою славу. Бог живой,
Ты в моей жизни действуешь, действуешь, о-о-о. Твоя кровь омыла грех мой. Я буду прославлять тебя, прославлять. Смысл жизни каждый день, о-о-о. Я бегу в твои объятия, о-о-о. Я бегу, Господь, в твои объятия, Иисус. Мы бежим за тобой, Господь. О, аллилуйя, аллилуйя. Мы доверяем тебе, Боже. Все, что есть у нас, Господь, возьми, Иисус. Аллилуйя. Ты Бог, знающий все сердца, от начала и до конца. Не предашь и не оставишь. Скажи, ты Бог, ты Бог. Не смотришь ты на лицо, видишь сердце так глубоко, и на зов наш отвечаешь. Давайте споем церковь еще раз. Ты Бог, знающий все сердца, от начала и до конца. Не предашь и не оставишь. Ты Бог, не смотришь ты на лицо, видишь сердце так глубоко, и на зов наш отвечаешь. Доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Ты Бог, знающий все сердца, от начала и до конца. Не предашь и не оставишь. Ты Бог, смотришь ты на лицо, видишь сердце так глубоко, и на зов наш отвечаешь. Доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь. Я доверяю, доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Я доверяю тебе, не боюсь. Скажи, доверяю, доверяю тебе, не боюсь. Я доверяю, доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, провозглашай. Доверяю тебе, не боюсь. Я доверяю, доверяю тебе, не боюсь. Доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Я доверяю тебе, доверяю тебе, доверяю тебе, Иисус. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Превозносим тебя, превозносим тебя, превозносим тебя, Иисус. Превозносим тебя, скажи, превозносим тебя, превозносим тебя, Иисус, Иисус. Превозноси его, превозносим тебя, все громче и громче. Мы превозносим тебя, мой Бог, мы превозносим тебя, Иисус. Превозносим
этот день, Боже, мы благодарим и славим Тебя за это прекрасное утро, Господи. Аллилуйя. Превозносим Тебя, мой Бог, ибо Ты Творец всего этого творения, Господи. Аллилуйя. Мы превозносим Тебя. И древнее все прошло, и теперь все. Иисус, Иисус, Иисус. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Церковь, давайте будем еще поклоняться нашему Господу. Будем превозносить Его имя выше всех имен. Ибо Он достоин всей славы. Он достоин всех хвалы. Аминь. Аллилуйя, чудесный Боже. Ты прекрасный, Господь. Поклоняюсь Тебе, Иисус. Только Тебе одному, Господь, я служу. Верна лишь Твоя любовь, и как прежде благодать Твоя со мной. Что было во мне мертво, с Тобою вновь ожило. Ты поместил свой свет во тьме ночной. Древнее все прошло, верна лишь Твоя любовь, как прежде благодать Твоя со мной. Что было во мне мертво, с Тобою вновь ожило. Ты поместил Твой свет во тьме ночной. Ты опустила меня под свою береги моей любви. Иисус, люблю я, Тебя так люблю я. Ты мое сердце навек пленил. Иисус, люблю я, Тебя так люблю я. Ты мое сердце навек пленил. Надежда в Тебе. Надежда в Тебе для всех, для сирот есть дом в Тебе, и каждый найдет себя в Твоей любви. Тому, кто ослаб, тому, кто ослаб в пути, дай сил до конца дойти. Меня Ты обрёл в надежды, радости за все, что Ты сделал мне, я воспою Тебе Твоей любви. Иисус, люблю я, Тебя так люблю я. Ты мое сердце
залью к ногам Иисуса всю любовь и посвящение, и залью к ногам Иисуса всю любовь и посвящение, и залью к ногам Иисуса всю любовь и посвящение, и залью. Иисус, люблю я, Тебя так люблю я, Ты мое сердце навек пленил. О, Иисус, люблю, Иисус, люблю я Тебя, Тебя так люблю я, Ты мое сердце навек пленил. О, Иисус, люблю я Тебя, так люблю я, да, Ты мое сердце навек пленил. Пойму еще, Иисус, люблю я, о, я так люблю я, Ты мое сердце навек пленил, навек пленил, навек пленил, навек пленил. Ты мое сердце, Господь, Ты дыхание мое, Иисус, Ты крепость жизни моего. За это чудесное присутствие, Господь. Спасибо, что Ты так сильно любишь нас, что лишь в Твоей любви мы можем найти все, что мы ищем где-то, Господь, что лишь в Твоей любви есть полноценность, Господь, что лишь в Твоей любви, Господь, есть бескорыстность, нет гордыни, Господь, есть самопожертвование, Господь. Спасибо Тебе. Ты навек пленил наше сердце, Господь. От начала и до конца, Господь, хотим идти за Тобой. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Аминь. Такое чудесное присутствие Божие. Так непривычно из поклонника приходить в проповедника, что ли. Я до сих пор считаю, что, наверное, проповедник — это не очень мое, но когда надо, тогда надо. Если что-то есть в сердце, то просто дай Бог сегодня говори через мои уста, Господь, говори через мое сердце, Господь. Если что-то Ты хочешь говорить Твоему народу, Господь, просто исцелять или вдохновлять, Господь, обличать, просто пусть это будет от Тебя. И просто замок на мои уста, Твой замок, Господь, чтобы правильные слова были, Господь, ничего лишнего, но все в Твое время, Господь. Аминь. Очень рада, что я здесь.
хотя я ни одного собрания не пропускаю, я всегда здесь, просто я либо сбоку, либо где-то еще, но сегодня здесь. И на самом деле, когда ты готовишься к проповеди, ты сразу начинаешь понимать всех проповедников, как они волнуются, как переживают, как им нужно смотреть на эту камеру. И когда ты понимаешь, что тебе скоро проповедовать, ты начинаешь думать, так, о чем же проповедовать? Ты решаешь уже, о чем нужно проповедовать. И в самом конце, нет, не об этом нужно, это вообще никому не нужно. Потом ты начинаешь еще что-то искать, потом такой, нет, это все от лукавого. И вот это вот у тебя идет борьба, это интересное ощущение, ты начинаешь думать, неужели проповедники каждое воскресенье, они вот так вот ищут что-то, чтобы дать, что-то чистое надо дать, не только от себя что-то, и реально, чтобы Бог говорил. Поэтому я чуть-чуть волнуюсь, но надеюсь, Бог поможет. Я сегодня не одна буду, поэтому половина у меня, половина у еще одного следующего проповедника. Мы все созданы из Божьей любви. Там можно показать первый слайд. Когда Бог создавал нас, я верю, что Он создавал нас из большой любви, из сумасшедшей любви, возможно, к нам. Я думаю, что Он знал, или как сказать, думал о том, что, возможно, могут вот это прийти грехопадение или что-то может разделить, но даже с этим риском Он создал нас, потому что Он хотел общаться с нами, и Он заложил в каждого из нас потребность любить, быть любимыми, быть счастливыми, быть нужными, и это есть в каждом человеке, в каждом из вас. Люди, которые находятся рядом с вами, вы иногда ждете чего-то от них, вы хотите от них любовь или что-то, ты думаешь, почему он меня не понимает, но он также тот же человек, который нуждается, возможно, в твоей любви, в твоей благосклонности, возможно, иногда он не прав, но каждому заложено любить, и, как я уже сегодня сказала, это чудесная песня, что действительно только в нем мы можем найти эту любовь, и это самоутверждение, что ли, осознание того, что мне уже ничего не нужно, я уже сын или дочь царя. Вот, но, как мы знаем, что пришла гордыня, гордость, гордыня, скорее всего, и посеяла тьму. И дьявол по сей день пытается украсть у нас это откровение о том, что и в каких-то моментах у него успешно даже это получается, даже у верующих людей. Они забывают, кто они, что они есть на самом деле в Боге, и он пытается просто разрушить наши жизни. Откроем Бытие 1:27. Это самое начало. И сказал Господь, и сотворил Бог человека по образу, слову, и по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Он сотворил нас по своему образу, Он вложил в нас все самое лучшее, все самое чистое изначально. Но, к сожалению, даже от рождения уже мы все согрешили и лишены славы Божьей. Но это не отменяет того, что Бог вложил в нас это стремление всегда идти к Нему, всегда искать Его. И что бы ни происходило в нашей жизни, особенно человек, который встретил Бога, он все равно будет помнить, даже если он куда-то уходит, он будет всегда помнить о том, что вот эта первая любовь была, что Бог его любит. Возможно, он иногда будет это игнорировать, иногда заглушать это. Но каждый человек, у него есть, как раньше говорили, дыра размером в Бога, которую только может Бог заполнить. Он создал нас по своему образу и подобию. Тут написано мужчину и женщину. И сегодня я хочу говорить на такую тему. Я всегда думала, да почему у нас не говорят в церкви об этом, да что ж такое-то? Возможно, кому-то эта тема будет немножко неудобная, я буду максимально стараться говорить так, что потому что у нас есть и пожилые, и дети, и подростки, и на самом деле это иногда немного сложно быть актуальным, когда у тебя все поколения, не когда ты только на молодежном собрании, или когда ты там только на взрослом. Такая тема, я думаю, что все равно она для всех актуальна, все мы люди, все мы из крови, плоти, из души, Бог нас создал такими. И дальше мы идем. Матфея 5:8. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Я хотела бы сегодня говорить про чистоту, про то, когда мы все влюбляемся, когда нас куда-то иногда несет. И на самом деле, как я сказала уже тоже, что Бог создал нас чистыми, создал нас непорочными. Это был Его план, по идее. Но настолько сейчас мир извращает понятие любви, понятие брака, семьи. И на самом деле сейчас семья и брак, они
переживают такие сложные моменты даже в церквях. То есть если еще лет 5 назад мы как бы слышали, что что-то там происходит в семейных, в христианских браках, то есть для нас это было удивление, то сейчас это становится нормой. Но я считаю, что мы как церковь, что мы как верующие, мы должны отстаивать этот институт, что мы должны культивировать чистоту, что мы должны культивировать целомудрие, что мы должны отличаться от этого мира, я так считаю. Потому что, на самом деле, пожив там в Москве, где-то еще, зная много людей, на самом деле у верующих тоже происходят такие вещи, но почему-то только сейчас, вот недавно, начинают об этом говорить. То есть обычно об этом не говорят. Считается, что это вот какое-то супер личное дело. Это да, это действительно личное дело. Возможно, кто-то будет об этом говорить только со своим наставником. Но я скажу вам, кто-то не будет говорить об этом со своим наставником, потому что иногда наставники тоже страдают от этого. И я просто за последний месяц, наверное, поняла, что все-таки об этой теме нужно говорить, когда некоторые подростковые лидеры мне пишут и говорят, у меня есть проблемы, я думаю, для меня уже нет вообще никакого шока, уже столько всяких историй ты слышишь и думаешь, все-таки, да, дьявол иногда и до нас добирается, но мы дальше увидим, что все-таки Господь победил. Вот, и мы видим эту проблему, то, что эта проблема есть. И почему, интересно, вот именно дьявол хочет атаковать эту сферу, да? Во-первых, потому что она касается всех, и парней, и девушек. То есть, если, допустим, не знаю, какие-то вещи, они менее касаются, финансы тоже, да, вот такая тема, она, в принципе, обширная. Но тема, как сказать, интимная, что ли, тема, она касается каждого человека, и она вызывает у нас бурю эмоций. И поэтому мир, он просто вот сейчас, я не знаю, кричит, пищит, и вот пытается сыграть нам на этом, пытается что-то продать на этой теме, хотя это вообще никак не относится. Мы недавно сидели, смотрели сериал, и каюсь, смотрим сериал иногда, но там была реклама в начале, и она была настолько пошлой, знаете, сейчас вот нельзя сразу перемотать, нужно какую-то часть посмотреть. И эта реклама, мы сидели, у нас было 2 или 3, мы сидели, и какая-то вот пошлая прям реклама началась, что жена там изменяет мужу. Я думаю, что можно рекламировать вот этой рекламой. То есть мы никуда не заходили ни на какие сайты, ничего. Просто мы смотрим сериал, не христианский, и эта реклама идет. Я думаю, что происходит вообще? Там жена изменяет мужу, муж заходит, и она ему говорит, ты мне не подходишь, уже 27 лет. Тут появляется любовник, и жена говорит, и что-то там потом за кадром, что ты мне не подходишь, нужно меняться. И тут говорит, вот голосуйте за Конституцию, мы вот теперь будем меняться. И мы просто сидели в шоке, мы думали, боже мой, мы подумали, что это шутка. Я надеюсь до сих пор, что это, может быть, это смеются над Конституцией или что, которую хотят принять. Но это настолько было, на самом деле это больно, смешно, я не знаю, это и противно как-то, что на этих вещах играют. Этими вещами пытаются себя цеплять, и ты потом думаешь об этом. И это наверное, самый, так сказать, конечно, не самый безобидный пример, но один из самых безобидных примеров. Что такого в этом? Ничего страшного, мы вот верующие, главное, телевизор не смотри, и все, или там... я вот перед проповедью думала, может быть, все-таки не надо проповедовать, может быть, у нас в церкви уже все святые, и уже тем более была проповедь про праведность, мы и так все праведники, это да и аминь, это 100%, и тоже я об этом хочу сказать, что мы, так как праведники, у нас есть вот это ощущение, гадкости, паршивости, потому что сейчас в мире это вообще просто высмеивается там, что, ты там делаешь такие вещи, а ты не делаешь, ты что, вообще ненормальный, что ли? То есть это считается уже за норму, и люди, уже, то есть это не то, что стереотип, а понятия меняются, и даже уже считать что-то нормальным там или ненормальным, аморальным, то есть уже, может быть, считается аморальным не делать чего-то, ты что, какой-то вообще не такой, поэтому я думаю, нам нужно об этом говорить. К Евреям 13:4. Когда я изучала эту тему, я просто искала местописания, которые могут быть в эту тему, думать о них, и в основном что-то о чистоте, о какой-то святости говорится в Ветхом Завете, потому что Новый Завет такая благодать в основном. Но Евреям 13:4. Супружество должно быть у всех быть в почете и сохраняться в чистоте между супругами, потому что Бог осудит тех, кто предается разврату и нарушает супружескую верность.
Это такой вызов, наверное, тоже. Тем более, что в наше время сейчас... Да, Илюш, не переживай, найдешь. Есть? Ладно, возможно, этих слайдов нет. Но запомните, Евреям 13:4 говорит о том, что брак, он должен быть чист. И даже если вы сейчас не в браке, кто-то будет думать, я сама не в браке, кто-то подумает, ты вообще не замужем, у тебя парня нет, что ты об этом говоришь. Но это есть настолько в моем сердце, потому что люди сталкиваются с этим. Если у вас даже там нет брака, если у вас нет мужа и жены, то все равно ваша жизнь интимная, она должна быть чистая. Потому что сейчас мир, 21 век, и что люди вообще живут... я просто не буду озвучивать эти вещи, хорошо, давайте сегодня, потому что дети нас смотрят, и все. Однажды, когда я проповедовала об этом в подростковом лагере, мне потом прилетело по голове, но я считаю, об этом нужно говорить. Вот честно, в Москве, допустим, об этом говорят прямо со сцены и говорят, смотрите с детьми. Потому что если вы однажды не поговорите об этом со своим ребенком, со своим внуком, он поговорит об этом с кем-то другим. И те ему расскажут столько интересных вещей, которые ему вообще не должны знать. Лучше, когда у вас есть контакт со своим ребенком. Окей, мы видим, что Новый Завет нам говорит, что это должно быть чисто, что это должно быть между мужем и женой. Когда это не между мужем и женой, это как, приведу такие детские примеры, как огонь. Когда мы смотрим на него, он огорожен, он в камине, он дает нам что-то приятное, он радует нас, он греет нас, мы можем на нем что-то приготовить, можем посмотреть, там, сторис снять с ним. И это что-то хорошее, когда это в своем месте, оно там, где оно должно быть. Но если огонь выходит из места, где он должен быть, он начинает уничтожать. И также интимная жизнь, если она выходит за рамки Божьего плана в нашей жизни, она начинает уничтожать себя. И множество исследований говорит о том, что люди, страдающие в этой сфере, они психически иногда неуравновешены, они очень сложно идут с людьми на контакт. То есть нельзя говорить о том, что это норма сейчас. Нельзя говорить то, что в христианском, даже в христианский мир это входит, что что это нормально, в общем. Заходить на всякие сайты, смотреть с мужем, давай поддержим наш огонек, вот посмотрим что-то, какое-то видео интересное. Нет, это не место в семье, ни в коем случае. И Бог, Он всему научит тебя. Если ты чего-то не умеешь или что-то не получается, Бог, Он тебя поведет, и у Него есть мудрость в этом. Вот. Или такой пример тоже. Конечно, я потом буду говорить о том, что кто-то писал там в комментариях, когда я исследовала эту тему, говорят, что да вообще, зачем вы говорите, не то, что зачем вы говорите о чистоте, а то, что мир настолько грязный, что нужно хотя бы его из этой грязи вытаскивать, а не о чистоте говорить. Потому что люди вообще потому что многие говорят, нужно ждать своего мужа, а кто-то уже не дождался, а уже получилось. Такое тоже бывает на самом деле, и Бог тоже дает благодать в эти моменты, тоже дальше будем говорить об этом. Пример со скотчем. Вот, например, скотч, есть местописание, по-моему, тоже в Бытие, что ли, прилепится муж к жене, и они будут одной плотью. И синоним или антоним, не помню, русский плохо, есть, когда прилепится слово «клей». И вот скотч, он, когда прилепляется куда-то, он, прочно прилепляется. Но если его прилепить еще куда-то, не на нужную куда-то, поверхность, да, там, на ковер куда-то еще, он потом с каждым разом все меньше и меньше он теряет свое свойство, то есть свою принадлежность теряет. И также, если мы распыляемся, туда распыляемся, сюда распыляемся, наше сердце, оно начинает страдать, мы начинаем искать эту любовь, эту, поддержку от кого-то. Это не может быть только физическое что-то, это может быть иногда что-то душевное, что ты заводишь с кем-то там душевные связи или еще что-то. И не нужно на самом деле этим пренебрегать, потому что есть люди, да, которые ты уже, духовно, ты уже сильный, и ты уже понимаешь, что ты точно вовремя остановишься. Хотя тоже есть слушатели, которые падают, но некоторые думают, я там вовремя остановлюсь, все будет нормально. И ты не знаешь эту грань, где и когда и что. Поэтому лучше всегда себя предостерегать. Вот. В общем, вы там, если что-то находите такое похожее, ставьте, потому что там у меня тут другой немножко конспект. Угу. И то есть вот мы понимаем, что остается от человека, когда он раздал себя везде и всему эмоционально. Кто-то скажет, сейчас в мире есть такое понятие, это же опыт. По-моему, там есть что-то про, что опыт, это же хорошо, это же вообще здорово. Как ты придешь там к своему мужу и такой неопытный весь такой вот зеленый. Но на самом деле этот опыт может именно вот в этой сфере может сыграть негативно.
ты начинаешь вспоминать, Элиза Бивер, у нее было свидетельство, когда Джон Бивер, они сидели, и они уже были перед свадьбой, и он ей говорит: я так рад, что мы с тобой оба девственники. И она такая, ну как бы она не знает, как ему сказать, что у нее уже был опыт. Ну в итоге как бы она ему сказала, наверное, он там ее, ну не то что простил, он как бы, наверное, сказал, что, ну, все равно Бог тебя благословит. И какое-то время у нее была борьба с тем, что вот этот опыт ей не давал полноценно просто быть с мужем. И она молилась, она сражалась. Бог, слава Богу, исцелил ее. И они говорят, что сейчас это просто то, что было в начале, то, что сейчас это намного лучше. Бог, ну, благословляет. Поэтому это не, в этой сфере это не хороший опыт. Вы наберетесь опытности потом. Надеюсь, эту проповедь будут смотреть подростки или молодежь тоже. Вот, мы уже поняли, что это извращает нас, мир пытается нам показать это по-другому, то есть считает, что это нормально. Рекламируют, я не знаю, сосиски, и там женщина в трусах, и то есть все это пытается вот, обратить внимание ваше, сыграть на этом. Коринфянам 6:13. Вообще, это нормально, это создано Богом, но, опять же, в правильное время, в правильном месте. Пища для чрева и чрево для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. То есть, опять же, ну, скажу, что вначале Бог сотворил нас для себя, для общения с собой, с Ним, сотворил нас святыми по Его образу и подобию. И это здорово, что мы собраны, что мы созданы по Его образу и по Его подобию, что мы не обезьяны, что мы не животные, которые движимы чисто инстинктами, что у нас есть душа, что у нас есть дух. Вот. Мы для Господа, и Господь для нас, для тела. И ты скажешь, иногда я вот я смотрю сериал, или там я еду просто, и там какая-то женщина, у нас даже в городе, по-моему, шуба, и у нее там какая-то грудь оголенная. Думаю, ну ты идешь и сразу ты начинаешь задумываться, зачем и почему. И, наверное, мы можем, вот, когда мы идем в такие сферы, там, реклама или что-то еще, мы, как верующие, можем быть благословением, чтобы влиять на тех людей, когда они понимают, что ты другой, они начинают об этом задумываться. И просто пусть будет больше людей рядом с вами, которым вы будете давать пример чистоты и святости. И вот ты скажешь, что мне делать, я не могу... это есть и все. То есть это я не удалю там это видео или что-то, я могу пожаловаться максимум. Вот. Но там будет такой про шею. Наша шея, она все же наша, и мы можем ей управлять. Ты не можешь скинуть полностью ответственность на кого-то другого и сказать, я ничего не могу с этим сделать. Вот так вот. Да? Иногда, конечно, бывает, что ты вообще не можешь себя обуздать, но это тренировка, это искусство. Вот. И наша шея, она все-таки наша, мы можем управлять, мы можем понимать, куда мы смотрим, что мы смотрим. И, я не знаю, где-то убирать, просто просматривать, и как там тоже есть, что птицы, они могут летать над нашей головой, но мы не можем им не позволить летать над нашей головой, то есть мы не можем им запретить, максимум кинуть в них там камень, да, они, может, улетят куда-то. Кого-то иногда чайки клюют, вот, но мы точно можем им не позволить свить у нас гнездо. И также с мыслями, мы можем, да, она может прийти, это естественно, она приходит, уходит. Но если ты заостришься на ней, если ты начнешь думать, потом начнешь что-то еще говорить с кем-то, или вообще не говорить, смотреть что-то, то есть это начинает в тебе сеяться. То есть вот это вспомнила местописание, его нет, что прежде всего, или больше всего храни сердце свое, потому что реально из него источники жизни. Из того, что ты пускаешь в свое сердце, так идет твоя жизнь потом. Ты потом иногда не замечаешь, это ведь накопительный эффект. Ты не замечаешь, как ты уже... Тоже пример на библейской школе, кто-то из нашей церкви приводил этот пример, что вот у нас много лампочек. Одна лампочка сгорает, мы не замечаем, чуть-чуть темнее становится. Потом еще одна сгорает, и мы тоже, опять же, не замечаем. Это все приходит постепенно. Вот, и в итоге мы не понимаем, как оказываемся в тьме тьмущей. А потом, когда выходим на свет, нам очень больно. И поэтому смотрите, о чем вы думаете, что вы смотрите. Отворачивайтесь. Не знаю, возможно, все смеются надо мной, у меня есть еще некоторые друзья, вроде мы с семьей стараемся. Мы когда смотрим какой-то фильм, вдруг постельная сцена, здравствуйте, мы ее перематываем.
иногда некоторые смеются, типа, ой, ну надо же посмотреть, интересно, это же художество, это же искусство. Ну вот люди сейчас так считают. Голое тело, это же искусство. Это чужое тело, это оно тебе не принадлежит, не смотри на него. Или там иду в кино. Но в кино ты не перемотаешь. Там, эй, пожалуйста, перемотайте, я не смотрю такое. Я понимаю, что это сейчас, да, я просто беру и закрываю глаза бутылкой, смотрю во что-то другое. Не потому что я одна дома, когда сижу в комнате, я это смотрю. Нет, то есть бывает, что люди, да, при всех стесняются, дома, поехали. Нет, в кинотеатре, где угодно, я закрою от этого глаза, я не буду на это смотреть, я еще и скажу, что это гадость. То есть быть в этом плане радикальным и никогда... Ну, конечно, может быть так, что люди начнут от тебя, как бы, это, что он вообще какой-то ненормальный. Понимать, что для людей это нормально, и постепенно говорить им об этом. Они будут задумываться, это будет как семечко, которое будет взращиваться. Ничего быстро не вырастает, и ничего люди быстро не понимают. Это как говорят, что если хочешь что-то изменить, допустим, кафедру в церкви передвинуть вправо там на метр. Если ты его сразу на метр передвинешь, это сразу все увидят. Но если ты будешь каждое воскресенье его на сантиметр передвигать, никто этого не заметит. Поэтому, конечно, это все делается постепенно. То есть влияние на ваших знакомых и вам же самим. Хотя иногда радикально нужно отрезать все. Вот. Дальше пойдем. Мы сказали о том, что это, в принципе, контролируемый процесс, и мы можем это делать. Потом я дальше буду говорить о том, что это и сражение, это и благодать. Притчи 6, 27, 28 стих. Притча — это мудрость наша. «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ног своих?» Тоже, ну, я считаю, что это местописание можно тоже как провести параллель, приурочить с этой сферой, что когда мы заигрываем где-то, в смысле заигрываем с грехом или с чем-то, или с людьми, то мы играем вот с этими вещами. И на самом деле это может быть опасно, и что-то может сгореть у тебя там. Ты не предназначен для греха, ты предназначен для чистоты. Изначально Бог создал нас, чтобы мы были в Его любви, чтобы мы получали от Него любовь, чтобы мы были чисты, и мы наслаждались этой чистотой. Потому что грех, он все-таки убивает. Враг пришел, чтобы украсть, убить и погубить. И он будет показывать это, что это как-то красиво, что это интересно, но его цель в итоге убить. Да, спасибо. Поэтому это всегда разрушает. Такой хороший пример тоже приводила, по-моему, Лиза Бивер. Не знаю, по-моему, его нет в слайдах. Но когда когда Бог создавал Адаму жену, он его усыпил. И вот это время, пока у вас там нет мужа или жены, вот эти все мысли, вот эта вот вся сфера, она просто должна уснуть и спать, и ждать того времени, когда это все Богом пробудится. Когда будет тот человек правильный, хороший от Бога. Просто есть благодать действительно на это. Скажу вам, не знаю, на своем опыте. Реально, есть благодать, просто которую Бог дает своей любовью, и тебе уже не нужно сражаться. Конечно, какое-то время тебе нужно сражаться и говорить нет, и все. Но у Бога есть просто огромная благодать. Мы будем смотреть это. Ага. Опять же, про сражение тоже. То есть есть и благодать, и сражение. Нет такого, что вот кто-то вам что-то скажет супер классное, и все, у вас пропали все мысли, вы вообще стали святыми, у вас с ним над головой. Нет, это ежедневное сражение, каждый раз. Сколько бы ты там ни проповедовал, каким бы ты классным пастором не был, это всегда сражение, это всегда твой выбор, это всегда вот один на один. И, возможно, это с твоим наставником. Найди одного человека, которому ты доверяешь, и просто будь открыт в этой сфере перед ним, рассказывай ему. Потому что вот все. У меня есть знакомый некоторые думал, да вообще святой человек, вот святой. А потом рассказывает такие вещи, думаешь, все-таки люди это люди. И нам нужна Божья поддержка. Да, пот и сражения, которые принесут тебе плоды. Не дай совести, чтобы это замылилось у тебя, и ты считал это нормальным. Потому что, опять же, мы можем по чуть-чуть, и уже думать, что уже все нормально. Вот, поэтому нужно обуздывать себя. И настоящая любовь, она ждет.
пример, там нету его, но скажу, Амон и Фомарь. Это тоже в Ветхом Завете, когда он так сильно любил, вот все хотел ее, просто не мог. И случился грех. И там написано, что он ее разлюбил тут же. Но настоящая любовь, она ждет. И когда он говорят, что вот прямо сейчас все, прям вот надо срочно. Нет, это не любовь. Любовь, она может ждать сколько там, 7 лет. Я уже не помню, кто там за кого работал. И еще 7 лет. Конечно, это тоже еще отдельная тема там. Угу. Если вы чувствуете, что у вас вот есть какая-то нечистота или какая-то зависимость или что-то, что вы уже там больше одного раза куда-то попадаете, понимаете, что вам нужно с этим сражаться, что вам нужно идти к Богу, бежать, находить у Него поддержки. Вот. И если ты будешь сражаться, там есть, да. Если ты будешь сражаться, то в конце концов, когда ты победишь, когда ты преодолеешь все это, ты скажешь: слава Богу, что я сражался, и слава Богу, что я не сдался, слава Богу, что я теперь своим выбором, своим сражением, своей победой я могу благословлять себя, своих детей, своих близких, своих родных, знакомых, и всем могу этим служить. И мое любимое местописание, может, оно не в тему немножко, но мне кажется, что оно в тему. Иоанна 1:12. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть быть чадами Божьими. И действительно, вот в этой сфере, вообще в любой сфере на самом деле, мы имеем вот эту власть быть Его детьми, которой никто не имеет. Мы живем в Его доме, Он нас кормит, Он нас опекает. Когда мы младше, Он нас больше опекает, когда мы старше, мы уже немножко помогаем Богу, что ли, не знаю, но я вот так вот вижу это, что Он все равно поддерживает нас, и случаются чудеса с тобой. Просто вот эта власть, когда мы можем быть Его детьми, когда мы можем принимать от Него, когда Он дает нам благодать и силу преодолевать все. И опять же скажу, что это искусство овладеть собой, обладать собой, что мы можем сказать нет каким-то вещам. Да, ты не предназначен для греха, мы сказали, что ты предназначен для чистоты. И вот наша задача верующих, лично наша, каждого, вернуть вот это предназначение, что мы дети, что мы созданы для чистоты, что никакой грех, мы поем эту песню, я не буду рабом греха, это чудесная песня, что действительно мы созданы для Бога. Коринфянам 6:19. Или не знаете, что совокупляющийся блудницей становится одно тело с нею? То есть, когда мы что-то имеем с кем-то, мы уже с Богом одно, и еще и кого-то сюда еще тащим. И это на самом деле разделяет, это разрывает нас. Ибо сказано: два будут одна плоть. То есть это настолько важно. Вот этот, в Боге это завет. Это завет, когда в библиотеке учились. То есть кровный завет — это один из самых сильных заветов. Одна плоть, а соединяющаяся с Господом, есть один дух с Господом. Не знаете ли, что тела ваши суть храм? Наше тело — это храм, наш дух — это храм, наша душа — это храм. Не знаю, это то, где Господь живет и обитает. И если есть что-то нечистое, как-то тьма не объяла свет. В общем, вы поняли, что нет ничего общего между тьмой и светом. Не знаете ли вы, что тела ваши суть храм живущего в вас, Святого Духа, который имеете вы от Бога, и вы не свои? Вау! Не знаю, может, кому-то это будет откровение, но мы реально принадлежим Богу. То, что Он создал нас. Моя мама всегда говорит: ай, это мои пяточки, это мои. Я такая: это Божьи пяточки. Конечно, это так, конечно, мама родила. Но Бог создал, Бог соткал. И мы принадлежим Ему душой и телом. Мы сегодня пели, что Ты завоевал. И просто пусть это будет каждый день, каждую минуту, что Он действительно завоевал нашу жизнь без остатка. Ибо вы куплены дорогою ценой. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Это уже 20 стих. Мы куплены дорогой ценой, и я не думаю, что какие-то вещи там минутные, там, я не знаю, что-то еще, они стоят того, чтобы предавать Бога, чтобы отдавать, чтобы продавать свою вот эту власть, которую Бог нам дал быть Его чадами. Дальше. Границы и защита.
Не думайте, что вот есть такое, что да не учи ты меня, что ты меня учишь вообще, ты мне тут рассказываешь что-то, я и так сам знаю, вообще как хочу, так и делаю. Но ваша защита, ваши границы, которые вы ставите, или иногда кто-то думает, ну вот, например, я не хочу ничего говорить, но ну, вот, например, я просто стараюсь не переписываться ночью с какими-то парнями. Вот просто я стараюсь, я говорю, все, спокойной ночи, завтра увидимся. Или завтра спишемся там. То есть я ставлю какие-то границы иногда, чтобы не допустить. Или ни в коем случае там не оставаться в комнате одной с кем-то там, замужним, незамужним, вообще не важно. Ты человек. И ставить границы это не о том, что у себя ущемить или кого-то ущемить, но это для того, чтобы защитить себя и благословить, потому что ты никогда не знаешь, что у кого-то в голове, что у тебя может в голове прийти. Много примеров мы таких знаем. Поэтому ставьте для себя какие-то границы. Даже вот Юлия Попова, она говорит, я просто не завожу задушевных каких-то бесед больше там 5 минут с каким-то там мужчиной. Просто все по работе, лаконично и все. Потому что ты никогда не знаешь, что эти 5 минут превратятся в 15, в полчаса, и о чем вы будете говорить, кто о чем кому расскажет. И, возможно, да, ну, там физически ничего не будет, но ты душевно уже отдаешь, особенно когда ты замужем. Ну, возможно, там твой будущий муж. Но это тоже все проверяется всегда временем. И настоящая любовь, она всегда ждет. Второе царство, 22-24. «И был непорочен перед ним, перед Богом, и остерегался, чтобы не согрешить мне». То есть он делал что-то для этого, он не был пассивным в этом. «И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей перед очами его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Людей угнетенных ты спасаешь, и взором своим унижаешь надменных». Такое замечательное местописание. Может, я его не первый раз видела, но вот вчера-сегодня оно для меня прям как-то особенно стало. Что Бог реально в нашей борьбе, Он с нами, Он поднимает нас, и, Он ждет от нас, что мы должны сказать Ему «да», мы должны попросить Его об этом. Он дает эту особенную благодать. Иова 3, 31:1. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». И то есть мы должны положить с собой завет, как Бог однажды заключил с нами завет, так и мы должны сами с собой быть честными, с Богом быть честными, с остальными, с мужем, с женой, просто быть честными и идти за Богом. Написала, не думай, что ты святой, но вот о том, о чем я говорила. Иногда ты думаешь, да вообще я такой святой, я справлюсь, я вообще молодец. Но не бойся ставить вот эти границы для себя, я не знаю, если у тебя проблемы какие-то вот с сомнительными сайтами, выкинь, я не знаю, выкинь компьютер, как написано, там, отрежься руку. Лучше попасть в царство без руки, но попасть туда, чем грешить, но не попасть в царство. Так, время. Тот же пример Давид. Был с Богом, был поклонником. Но мне очень нравится Давид, честно. Вот он был искренним. Он хоть и согрешил, там 50-й псалом должен быть. Он хоть и согрешил, но он пришел к Богу, и он раскаивался, и он был сокрушен, и он понимал реально, что он без Бога никто. И он говорит: «Окропи меня сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Вначале мы говорили, что чистые сердцем Бога узрят. И вот он просит: Господь, сотвори во мне чистое сердце, новое сердце. И реально важно так приходить к Богу, просить об этом, чтобы мы могли увидеть Бога в нашей жизни. И такой пример тоже интересный, что Бог, когда Он решил послать своего сына, Он решил послать его в семью. Он не просто его спустил с неба, там вот так вот кинул, и он вдруг там 40-летний, 33-летний, да, Иисус готовый. Он решил его поместить, зачать в чистой девушке, в чистой, которая ждал, у них должна была быть свадьба, в семью. То есть это что-то такое святое, что Бог очень ценит этот завет. И просто пусть в вашем сердце будут те же ценности, что есть ценности в сердце Бога. Вот. Так, время. Угу.
2 Царств 22:31. Бог непорочен, путь его чист, слово Господа щит, он для всех, надеющихся на него. Бог непорочен и чист. И просто так, как Он создал нас по образу подобию своему, пусть мы тоже будем стремиться, и наши мысли, и наше сердце, пусть оно будет стремиться к тому, чтобы быть чистыми и непорочными. 2 Царств 22, 33 стиха. Бог припоясывает меня силою, устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как олени, и на высотах поставляет меня, научает руки мои, брани и мышцы мои напрягает, как медный лук. Ты даешь мне щит спасения Твоего, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются мои ноги. Опять же, Бог может вам дать вот эту сверхъестественную силу и благодать просто преодолевать всякие мысли, которые есть у нас. И опять же, эта борьба, она будет стоить того. И на небесах просто будут ликовать, когда Иов все равно благословил Бога. Я думаю, что когда вы выбираете правильно мыслить, правильно наставить, правильно сказать, просто небеса не ликуют. Матфея 5:12. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Ну вот почему не вырезала последнее, потому что мне кажется, что в последнее время все-таки люди, они будут идти против и говорить, что это уже старое, это уже устарело, это прошлый век, но просто стойте до конца на своем. Псалом 118, там он будет картинка последняя, наверное, о том, что люди ищут эту любовь, они ищут ее, стараются ее найти, но они находят только суррогат, если это без Бога. Они находят настоящую любовь. И вот Псалом 118, с 10 по 11. «Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклоняться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою». Просто пусть это будет в вашем сердце, что вы ищете Бога, что в любой непонятной ситуации вы не идете грешить, но вы идете к Богу, или идете к человеку, которому вы доверяете. Может, вы чувствуете какую-то слабость, но просто пусть в вас культивируется эта чистота, эта святость и эта любовь Божья, которая чистая, непорочная. Вот. Аминь. Не знаю, потом, наверное, Леся за всех помолится. Просто благословляю вас, благословляю, чтобы... Это иногда неудобная тема. Вот я даже сегодня, не говорила какими-то словами, которые можно было бы говорить, да, открыто. Но просто благословляю вас, что если что-то есть, то просто идите и разговаривайте об этом с мужами, с женами, с наставниками. Наставники... Однажды у меня был такой случай, что мне кто-то что-то рассказал, я просто взялась за голову, думаю, да как же это так? Тоже нужно нормально реагировать, это жизнь. К счастью, к сожалению. Вот. И мы идем все к Богу, мы живем эту жизнь, иногда падаем, встаем, но вместе с Богом. И вот мы ищем его всем сердцем. Аминь. Всем доброе утро. Очень рада быть здесь, быть с вами. Кто меня не знает, меня зовут Олеся. Я являюсь частью молодежного служения. И в первую очередь хочу сказать спасибо, наверное, всем, кто... Получается, я уезжала на год учиться в библейские курсы в Москву и проходить проект «Год для Бога». И спасибо всем, кто вкладывал, молился, благословлял и жертвовал на то, чтобы мое обучение было и проходило там. Вот. И на самом деле это был очень уникальный год. И, как сказать, то многое, через что я проходила, оно остается во мне. И хочу этим, как сказать, продолжать делиться с людьми. Вот. И, наверное, сегодня хотела бы сказать о том, что то, что меня преследовало весь этот год, это такая тоже интересная мысль, которую все знают. Хочу сказать о прощении. Вот. И начать с местописания, послания к Ефесянам, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Вот, и все мы знаем это местописание, что через Бога мы имеем прощение. Аминь. Вот, и хочу сказать, что, наверное, каждый из нас когда-либо был заложником каких-то обид, или, возможно, даже целой корзины обиды, и как бы
наверное, даже многие люди, они не подозревают о том, что они когда-то вас обидели и когда-то вас задели. И, наверное, даже больше всего потому, что люди, они не мыслят так, как мыслите вы. То есть многие люди, они не вы. Вот. И для некоторых, наверное, это вполне нормально, чтобы наехать из-за какой-то мелочи, а буквально потом через 5 минут нормально с вами также общаться. Но для вас, возможно, это странно и ненормально, поэтому как бы какая-то обида, она может у вас остаться и изложиться. Вот. Но это всего лишь потому, что люди — это не вы. И каждый ваш друг, родственник и знакомый, он мыслит совершенно не так. Он мыслит, и у него устои жизни, они совершенно абсолютно отличаются от ваших. Вот. И хочу сказать, что прежде всего прощать — это заботиться не только о ком-то, то, что вы простили этого человека, и все нормально, но это в первую очередь забота о вас, о самом себе, о своем благосостоянии и о мире в своем сердце. И как уже было затронуто местописание, больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Вот, и это притча Соломона, 4 глава, 23 стих. И его можно как бы понимать по-разному. Одно из них — это, да, то, чем мы наполняемся. Что мы смотрим, что мы слушаем, какие эмоции мы испытываем, какие разговоры мы ведем. И это все, оно откладывается как бы в нашем сердце. Также это понимается со второй стороны, что как бы с физической, то есть сердце — это один из главных органов, что если его не будет, то человек умрет. Также и в духовной жизни. И если наше сердце, оно будет засорено разными непонятными вещами и обидами, то в духовном плане сердце, оно потихоньку такое черствеет и умирает. Вот, и поэтому хорошая привычка жизни каждую, наверное, неделю исследовать себя, исследовать свое сердце, в чем мы находимся. Вот, бережно ли мы обращаемся вот именно самих себя, сами собой, вот, своим сердцем. Есть ли в нас мир, можем ли мы прощать кого-то, и также можем ли мы прощать самих себя. И когда эти обиды не накапливаются, то они как болезнь, они копятся и травмируют нас, наше сердце, нас душевно. И что же такое есть прощение? И так интересно, что даже в Ветхом Завете было уже заповедано то, чтобы мы прощали. Откроем Второзаконие, 15 глава, с 1 по 2 стих, это перевод BTI. Так, сейчас, секунду. Написано: в конце каждых 7 лет совершайте прощение долгов. Это происходит следующим образом. Всякий, кто давал ближнему своему взаймы, отказывается от своего требования к нему и более не взыскивает с ближнему своего долги, ибо прощение долгов было провозглашено перед Господом. То есть оно было в законе уже изначально в Ветхом Завете. То есть Господь уже заповедовал прощать. Тогда, конечно, это было немножко по-другому, про долги, про прошествие 7 лет, но это уже было. Вот, то есть по прошествии 7 лет прощать, так говорил Господь. И знаете, за период прохождения учения в детских курсах, прохождения ГДБ, было очень много ситуаций со мной, когда справедливых или несправедливых, когда я обижалась на людей. Вот, но так классно, что вслед за этим, какая бы обида ни была, всегда в ответ есть сердце: вспомни, сколько прощено тебе. И, знаете, меня это всегда подстегивало на прощение. И Бог уже все простил нам, то кто мы такие, чтобы не прощать других людей. Вот. И тут мы возвращаемся к первому же местописанию, Ефесянам 1:7, вот, в котором мы имеем прощение и искупление грехов кровью Его. Мы имеем прощение по богатству и благодати. Поэтому как бы то, что Бог нас уже простил, мы должны также уметь научиться прощать других людей даже за мелкие обиды. И поэтому многим, наверное, еще как-то, наверное, страшно, боязно разговаривать с людьми на эти темы, вдруг мы их чем-то можем обидеть. Но разговаривать с людьми — это очень важно, потому что общение, любое общение, оно ключ к примирению между людьми. Вот. И следующий момент прощения — это прощение самого себя. Наверное, самое трудное для человека — это
ну, простить самих, потому что каждый так или иначе, он любит копаться в себе, в своих поступках, мыслях, эмоциях, и как бы когда мы в этом закапываемся, мы такие, вот какие мы, так скажем, не неудачники, а какие мы плохие, что мы поступаем так, и нет нам прощения самих себе, и мы закапываем себя в этих мыслях. Вот. Но это, наверное, все-таки какого-то рода эгоизм, когда мы зациклены на себе, на своих ошибках, на том, чтобы и не хотим выходить из этого состояния. Но в Боге, когда мы прощаем, точнее, когда мы принимаем Бога, свое сердце, Господа Спасителя, мы имеем через Него свободу. Вот. Он дал нам уже эту свободу, искупив сами себя. И, наверное, это даже нечестно и неправильно по отношению к Богу и по отношению к самим себе, чтобы держать себя вот в заложниках самих себя, в эмоциональном плане. Жить в заточении своего сердца, как жертва своих как бы эмоций, обид, это не наш путь. Это не путь, который хочет для нас Творец. Но, конечно, выбор остается всегда за нами. Вот. Прощать ли людей, прощать ли самих себя. И когда мы прощаем, то, наверное, каждый из вас через это проходил, у нас остается вот эта свобода и легкость, и мы можем наполняться дальше чем-то хорошим и святым, и чем мы можем делиться с другими. Делиться не своими обидами, не своими огорчениями, переживаниями, но делиться любовью, миром и радостью с окружающими вас людьми. И даже, наверное, в семье это очень важно, что когда вы прощаете, вы можете любить остальных с чистым сердцем, нежели когда у вас есть обида, и вы ходите угрюмы, и люди вокруг вас не понимают, что происходит. Вот. И хочется закончить на такой мысли, что в этой жизни Бог всегда готов протягивать руку. У Бога всегда достаточно благодати для того, чтобы мы жили в победе. И научиться прощать самих себя, заботиться о себе и прощать людей, это тоже есть победа, победа нашей жизни. Вот, и поэтому хочу сказать, что давайте мы будем стараться сохранять себя в мире, свое сердце в свободе от того, что может причинить нам боль. И поэтому предлагаю, давайте в завершении помолимся. Да. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя за этот день, за это собрание, за слово, которое делилось с молодежью. И пусть каждый, он найдет для себя то, что Ты приготовил для него, Господь, в этот день, через наши уста, через наши, Господь, слова. Поэтому мы благословляем каждого, кто был на собрании, кто будет слушать, смотреть трансляции. И прошу, помоги нам, каждому из нас, сохранять себя в мире, Господь, сохранять в чистоте, быть теми, кто сможет прощать, несмотря на любые трудности, Господь, в нашей жизни. Спасибо за каждого из нас, и благослови этот день, и благослови эту неделю. Аминь. Доброе утро, церковь! И давайте перейдем с вами к пожертвованию и прочитаем с вами 2 Коринфянам 9:7. У меня будет современный перевод, поэтому он будет чуть отличаться от вашего синодального. Каждый должен давать, как подсказывает ему сердце, без сожалений, и не потому, что чувствует себя вынужденным, так как Бог любит того, кто дает с радостью. И это, знаете, одно из любимых местописаний моих, которое я получила лично в свою жизнь, да, и я очень часто его привожу в пример пожертвования о десятине, да, и, знаете, здесь я вижу, что как бы сердце Бога, да, что Богу не нужны наши давания, когда они с каким-то неправильным сердцем, да, когда у тебя есть какой-то груз, или ты не понимаешь, зачем давать, или у тебя есть какая-то печаль на сердце, что ты думаешь, может быть, как я буду давать, если мне самому не хватает, да, или что-то типа такого. Вот, и
но как бы здесь говорится, что Бог любит того, кто дает с радостью. И знаете, это вот сердце Бога, что если ты делаешь это от чистого сердца, да, и если ты на самом деле радуешься, то Бог, Он тебя благословит обязательно. И знаете, в моей жизни тоже было, я уже приводила тоже несколько примеров, да, когда я давала, когда я чувствовала, что Бог говорит, дай, там, ну, допустим, я, ну, например, да, захотела там 500 рублей пожертвовала, когда я чувствовала, что Бог говорит, дай, там, ну, допустим, я, ну, например, да, захотела там 500 рублей пожертвовать, но Бог говорит, дай 1000, ну, это пример, да. И, знаете, ты как бы такой думаешь, ну ладно, я доверюсь Богу, даешь, и потом через какое-то время ты понимаешь, что Бог тебя еще больше благословил. И, ну, ты это как бы делал с радостью, ты это делал, потому что ты слышал голос Бога, и, знаете, это очень классно, потому что Бог, Он хочет нас благословлять, Он хочет нам давать, Он хочет, чтобы у нас были хорошие работы, хорошие зарплаты, чтобы мы жили хорошо. Вот, и поэтому очень важно, чтобы мы с вами могли давать с радостью и могли с вами доверять Богу, вот, в этом вопросе. Поэтому благословляю вас, чтобы у вас было радостное сердце, когда вы даете, вот, и чтобы все было хорошо. Благословляю вас. За то, что Он дает нам работу, финансы, что Он усмотрел все для нас. И поэтому, если бы мы не жертвовали, у нас бы наша церковь, она не родилась бы такой, как она сейчас есть. Потому что каждый из вас, каждый из нас, он жертвует чем-то, жертвует там, своим временем, своими финансами. Слава Господу, что Он дает нам силы, дает нам возможности действовать. И я предлагаю, давайте, церковь, еще поднимем свои руки и будем прославлять Его. Доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь, в Твоих надежных руках моих. Давайте будем просто доверять Ему. Доверяю Тебе, не боюсь, Господь, доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь, в Твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Ты Бог, знающий все сердца, от начала и до конца, не предашь и не оставишь. Скажи, ты Бог, и смотришь ты на лицо, видишь сердце так глубоко, и на зов наш отвечаешь. Доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь, в Твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь, в Твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Ты Бог, знающий все сердца, от начала и до конца, не предашь и не оставишь. Ты Бог, смотришь ты на лицо, видишь сердце так глубоко, и на зов наш отвечаешь. Доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь, в Твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь, в Твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Аллилуйя, Господь, доверяем Тебе.
Аллилуйя. Мы доверяем свои финансы, Господь. Аллилуйя. Только Тебе, Иисус. Только Тебе одному, Господь. О, Боже, святый, святый Бог. Будь превознесен, мой Бог. Будь прославлен, Иисус, 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 Иисус. О, будь превознесен. Я поклоняюсь Тебе, Господь. О, я превозношу Тебя. И Ты мой Бог. Ты моя скала, Господь. Ты упование мое. Ты крепость жизни моей. О, превозносим Тебя. Превозносим Тебя. Превозносим Тебя. Иисус, превозносим Тебя, превозносим Тебя, превозносим Тебя, Иисус, превозносим Тебя, превозносим Тебя. Превозносим Тебя, Иисус, превозносим Тебя, превозносим Тебя, превозносим Тебя, Иисус. Превозносим Тебя. Аллилуйя, будь превознесен, Иисус. Аллилуйя, церковь. Теперь мы можем общаться. Приходите на домашний. Приходите все на домашние группы, общайтесь. Хочется, конечно, встретиться с вами вживую,